Добрый вечер, уважаемые телезрители, дорогие абыйские земляки. В эти дни в столице нашей республики проводятся Дни Абыйского улуса, впервые за 65 лет после его образования. От имени всего населения улуса мы выражаем признательность президенту, правительству нашей республики, администрации города Якутска за поддержку и практическую помощь в подготовке этих дней. Абыйская земля имеет древнюю и богатую историю. Как полагают ученые, могучая река Индигирка, в среднем течении которой расположен Абыйский улус с территорией около 70 тысяч квадратных километров, начала формироваться 600 тысяч лет тому назад, а следы обитания первобытного человека прослеживаются 30 тысяч лет. Спустя всего 4 года после перехода русских в будущий город Якутск, это, наверное, 16-17 года. Это няня, и я, и старший брат в классе. А это вот наши четверки. Так лесенки и жили. Семья. Честному взаимоотношению с людьми и с жизнью, конечно, это много значило. Понимаете, время лжи, время фарисейства. И человек, который этому не внешне, а по сути своей противостоит, наверное, в этом главная причина его притягательности, сценической и человеческой. А я пришла звать вас к себе, но я остаюсь с вами. У вас весело сегодня. Только вы, мудрые воры, нахохлились. Чего рано? А мне тоже весело. Только я люблю веселиться молча, а скучать громко. Все большие, умные, угрюмые псы. А я никогда не видела вас ни веселым, ни печальным, а только философствующим. Важных, судьбоносных для его населения событий. Историческим событием среди них является переход первого парохода в 1936 году, и благодарной памяти абычан навсегда останутся имена первых капитанов Луканина и Кавлукова. В истории освоения неба Заполярья останется имя легендарного летчика Валерия Кузьмина, приземлившего первый самолет в Абыйской земле. В годы Великой Отечественной войны трудящиеся Абыйского района внесли свой вклад во имя победы. Они отдали свои сбережения и облигации госзайма для построения танковой колонны «Советская Якутия», собрали 18,5 килограммов золота и серебра, 3000 штук теплой одежды для воинов Красной Армии. Абыйская земля взрастила много известных в республике людей. Среди них первый лауреат Ленинской премии из якутян, профессор Никодим Епимов, лауреат Государственной премии Республики Якутского комсомола профессор Аркадий Слепцов, известный ученый, публицист Василий Дахунаев, депутаты Государственного собрания Ультюмен Иван Черов, Валентин Кайгасов, руководящие работники республики Будимир Слепцов, Юрий Готовцев и многие другие. В развитии экономики и культуры Абыйского улуса большие заслуги имеют сотни уроженцев центральных улусов республики и города Якутска. Среди них руководивший Абыйским районом в разные годы Михаил Николаевич Пестеряков, Афанасий Сафронович Дедюкин, Петр Михайлович Барашков, Александр Тимофеевич Савинов, Андрей Андреевич Андреев, бывший депутат Верховного Совета Союза Анастасия Никифоровна Степанова, заслуженные работники Народного хозяйства Республики Николай Никитич Яковлев, Климент Егорович Ибанов, Варвара Андреевна Петрова,
Иван Иванович Горохов. Свои лучшие молодые годы отдали Абыйскому району ветеринарный фельдшер Петр Михайлович Упхолов, впоследствии заместитель председателя Совета министров, фельдшер, светлой его памяти, Прокопий Андреевич Петров, потом много лет министр здравоохранения республики, зоотехник Николай Федорович Борисов, ныне председатель Высшего арбитражного суда республики, учитель Николай Николаевич Табуроков, ныне известный ученый, доктор филологических наук, комсомольский работник Степан Никентьевич Емельянов, ныне директор Якутского драмтеатра имени Аюнского, заслуженный артист республики, работник культуры Арсений Петрович Колодезников, ныне судья, заслуженный юрист республики и многие-многие другие. Всех их трудно перечислить. Мы сегодня с большим волнением говорим: низкий поклон и сердечная благодарность представителям всех поколений абычан, ныне здравствующим и ушедшим из жизни, всем тем, кто своим трудом украсил абыйскую землю, кто оставил неизгладимый след и светлую память. Следует особо подчеркнуть, чтобы это трудное, кризисное бремя Улус живет благодаря созданных их умом, их руками материальной и социальной базы производительных сил. Кризис экономики в России, трудности переходного времени не обошли стороной наш арктический Улус, и у нас произошел большой спад производства. При такой обстановке администрация Улуса при поддержке президента и правительства принимает меры по восстановлению производства, социальной защите населения. Первое направление нашей работе по социально-экономическому развитию Улуса – это развитие наиболее рентабельных доходных отраслей сельского хозяйства, как коневодство, клеточное звероводство, пушнодобыча и рыболовство. В сельском хозяйстве созданы государственные унитарные предприятия. По нашим подсчетам, к 2000 году Улус должен производить в 1,5 раза больше мяса, 2 раза больше пушнины и рыбы. Второе направление нашей работы – это развитие горнодобывающей, местной перерабатывающей промышленности, создание новых рабочих мест. Это разработка краснореченского месторождения каменных углей, создание цехов по переработке мясной и рыбной продукции, макаронных изделий, пиво-безалкогольных напитков и других продуктов. Вот в первой очереди нефтевазы с мощностью 17 тысяч тонн нефтепродуктов. Участие наших рабочих в добыче старательского золота. В этих вопросах нас поддерживает правительство республики. Наша задача привести в действие собственные ресурсы и силы для облегчения жизни людей в кризисный период. При всех трудностях важным для нас является социальная защита населения. Не допускается больших задержек по выплате зарплаты бюджетным организациям, пенсионных, детских пособий и компенсаций. Только в прошлом году малоимущим многодетным семьям, инвалидам, ветеранам, молодым семьям оказана безвозмездная помощь 1,5 миллиарда рублей. За счет местного бюджета содержим дом для инвалидов и престарелых на 25 мест. Любой народ бессмертен своими детьми и молодежью. Мы с большим одобрением встретили объявление президентом республики этого года годом молодежи. Разработана улусная молодежная программа, создается фонд помощи нашим студентам, а их 350 в Якутске и других городах страны. Началось строительство индивидуального жилья для молодоженов. Уважаемые телезрители, подготовка к дням Абыйского Улуса у нас идет вот уже полгода. И выполнена основная задача – наведение относительного порядка в собственном доме, Улусе, на слегах, трудовых коллективах. Решается проблема
основных рабочих кадров в сельском хозяйстве. В этот период трудоустроено 126 безработных. Возродились 34 коллектива художественной самодеятельности, создано 20 молодежных клубов и объединений, организовано 14 выставок технического и художественного творчества населения и молодежи, идет спартакиада по 14 видам спорта. Более эффективной стала борьба с правонарушениями. К дням Улуса типографией имени Юрия Гагарина изданы проспект Абыйский Улус «Годы и люди», фотобуклет «Знатные люди Абыйского Улуса», сборник местных поэтов Хобо и мелодистов «Абый поет» и снят кинофильм «Земля, озаренная северным сиянием», о людях и природе Абыйского Улуса, который сейчас будет телезрителям показан. Большое спасибо всем спонсорам, которые оказали нам финансовую помощь. Завтра открываются Дни Улуса. За 3 дня состоятся деловые встречи в министерствах и ведомствах, где мы поднимем наши проблемы, а их очень много. Делегация Улуса будет принята президентом республики Михаилом Ефимовичем Николаевым. Будут проведены встречи с нашим студенчеством, трудовыми творческими коллективами города, в Академии наук. Состоятся концерты нашей художественной самодеятельности, будет организована творческая выставка населения Абыйского Улуса. При закрытии дней мы подпишем соглашение с администрацией города Якутска о трудовом содружестве и взаимопомощи. Планируется создание совместных предприятий, поставка нашим улусам, горожанам свежей продукции сельского хозяйства, дикорастущих, культурный обмен. Большое спасибо администрации города Якутска за радушную встречу нашей делегации, за присвоение имени нашего выдающегося земляка Никодима Епимова новой улице города, за решение установить мемориальные доски в доме, где жил Никодим Николаевич, и в здании Горного института, где работал профессор Аркадий Слевцов. В заключение хочу сказать, что мы с оптимизмом и надеждой смотрим в будущее и приложим все усилия, чтобы обеспечить достойную жизнь для наших детей, молодежи, всего населения Абыйского Улуса. Спасибо за внимание. Абыйский улус по праву является одним из самых больших улусов на севере республики. Население улуса 6,5 тысяч человек, это в основном коренные жители якуты и эвены. А вообще же в улусе проживают представители более 20 народов и народностей. Расстояние от Якутска до Белой горы наземным путем 2900 километров, а воздушным 1380 километров. Такое огромное расстояние ранее преодолевали месяцами. А сейчас Саха-Авиа всего за 3 часа доставляет пассажиров до центра Абыйского Улуса. Таким образом, воздушный транспорт играет важную роль в социально-экономическом развитии Улуса, сближает северный край с материком, постепенно стирает грань между населением северного и центрального регионов. Территория Улуса прилегает по бассейну реки Индигирка, и неудивительно, что река Индигирка воспета в песнях народа, о ней слагают стихи, ее боготворяют. А она, в свою очередь, делится своими богатствами с жителями Улуса. Недаром Абый известен в республике речным чиром, нельмой и другими видами рыб. Из них получается отменная строганина, незаменимое блюдо северной кухни.
Оннотун советский власть булунин рукулу элгес улуун абыйнелеге ден. Абый ден атрер ол гынамаран бу абый вместе тигерде албак нелектер килелер элгес эңе жоха огуду агуна гуду эбит была булыргы нелектер сүддәт бактар. Огуна улус кулу ватар субу манна киннен уларан үдөлдүрүбүт. Онтон төнче тогуз шүшүдбе агыртылттанылар да. Бу советский власть олуктонор. Ол инне де ошо олукон чын өрүлүшө, октябрьский өрүлүшө саудияла бу абый урукайлгышлууга шүлбе бечиллактан ула сагылышылар. Оннотун ичи ошол орун ден 13 жылдагы манна учутуллабыт ки чека болон келен баштакы хамсааны оңорор олокон байдар очото түүлактерин мостарын көлгөмүштерин камыян барар онна агыяк сын жону буласка усара жоннор диен намичайдымы жоннору тутан барар онтон бу сахайригер 2 уезд оңоллар Хотуанна южный уезд диен. Он южный уездка уполномоченный Владимир Алексеевич Овинская ананар. Он северный уездка Василий Котенко диен. Здесь куда избыки. Вот ол кей Верханская нан бу маннагалан шүлбеддуга это иккаллаха. В очередные задачи советской власти ден доклад оңорор. Олганна репком губернатор, оннотон олоктар, оннотон талаллар, Новиков Константин Дмитриевич Тенке репком президентин талаллар, он член СУОП, отозовников, те он надо тасаллар. На территории Улуса в 1653 году было основано Зашиверское зимовье. Впоследствии город Зашиверск стал центром всего Верхояния и Колымы. Но эпидемия оспы уничтожила почти все население города, и центр округа был перенесен в город Верхоянск. До 1930 года Абый административно входил в состав Эльгетского Улуса Верхоянского округа. История этого периода Абыйского улуса изучена не полностью, но надеемся, что этот пласт жизни общества будет изучен более досконально и объективно и найдет свое достойное место в истории улуса. С 25 мая 1930 года берет начало новая административная единица, на карте появляется Абыйский район. С этого времени начинают открываться школы, клубы, сильно развивается всеобщая борьба с неграмотностью. В этом большую помощь оказали лучшие представители интеллигенции и рабочего класса из республики и Российской Федерации. Благодаря их неустанному труду и заботе из числа коренного населения выходят известные ученые, доктора наук, государственные деятели республиканского уровня. Передовики производства, лучшие работники народного хозяйства вписали немало светлых страниц в социально-экономическом и культурном развитии Абыйского района. Среди них можно назвать имена Василия Николаевича Дахунаева, кандидата биологических наук, заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха, Никодима Николаевича Ефимова, лауреата Ленинской премии, академика, доктора физико-математических наук, Слепцова Аркадия Семеновича, доктора технических наук, профессора, автора 8 крупных научных монографий. Простые труженики села борются за право выжить в тяжелых условиях Крайнего Севера и не только выжить, но и внести свою лепту в развитие сельского хозяйства за полярным кругом. В непростых условиях лесотундры коренные жители добились немалых успехов в разведении мягкого золота. Так, например, за прошедший год заготовлено пушнины на сумму более 232 миллионов рублей, а от клеточного звероводства по договорной цене поступило около 300 миллионов рублей.
хозяйство бас беренер бар туга основной фондалары барда. Бе хасыты билен алтынчы летапен основной деятельность бит кайыска бут наксүйүнү ити сылгыны ити сал кекеле класс сал ити онна балы бултаны. Бе туқпут Либера фирма был 2 сылын племенное хозяйство статуын улан билегенчер. Эти республика үс хозяйство бар оннук. Фалыная тоқтан плем объединениятан тоқты специалистикленер деланы инспекциялар. Эти для Таксубут Российской Федерации законы о племенном животноводстве денного лоуранете теребитре единного мин этимете по товарной фирмаларга туахтен государствотан өйөһүн кулур бир маточный полуловия будурун 300 компенсация берилер бит. Вот эти бу ипсуарна эби источник болар. Көмө болар. Мугунман тоқ усастыны эбдибилден бар. Арас биядиндик дебире беттенгенне бе эти ферма бут туун племенной саглы бизиден таралтак. Кайсы болака. Он тугатон бизи бу 2 сыл бут, онон туак этинне бөлеме надо, 4 сыл надо. Бастылды бу берек канере итогонолга. Отон специалисттер этелдеринен бизи фирма бут кухан фирмадыр пока кирилик. Онон туак бар. Фундамент бар. Иннокентий Егорович Стручков, глава администрации села Сутуроха. Более 30 лет своей трудовой жизни отдал становлению и развитию клеточного звероводства в районе. Он человек труда, знает все тонкости и нюансы производства. Иннокентий Егорович делится своим опытом. Кылыйты республика 1905 жылдардан сагалан сайыннарылы бұта. Онна мен 5 жыл танылы үлелейбін. То есть үлелебітін 5 жылдан сагалат. Оны 1906 колхоз правлениета колхозная школа Якутскайга Павел Морозов улица Тлатураш колхозная школа командировкалар бұта. Оны 5 жылдағы курусета, оны Якут әрелдер болан бегіне тұрғанлық бүтәттер беттері. Ол камтынылы мен осы сұларына кылға шүлбе 5 жыл ләуді. Мен үләттен дақсы бекейбін. Бұл союзтағы бір үстіва ағана ұлақан государственный нағырадылары ғылбытым. Ол білден тұрар үлі сынымлы болар, үлі ғамары сынымлар. Онотан кылбытыгар бәйгі шүйшіл бәйге кылттан 200 бәйені яғдері. Мен үлән базатыгар типовой 200 местелях кылыйта берменен тоттар бұттары. Тағайыздық министерствері. Ол береметі 1915 жыллағы үлі әкел біті. Онда мен 5 жыл ләбітім, 1 бітлет. Оннадан 200 бәйені яғды бәйге кылы тұтан үләбіп. Оннадан 4-тен тақсанар, 4-тен тақса оғыны кылан үләбіп, ете кылларды. Кыл оғыда бақ бар әді. Зенейдей барымнан жылай әраja. Инте ергире. Просто тугары учет тургурдук. Учет турыр әті. Уяғатар кылды әптеді. Онның тұру бай. Онның туғақ олар түрілер әті әптеді. Мағыр баққа кыл. Әжігінен сүддақ расионығар ағылығы шеғыл сатаны әппатақына сүддәт әрәйдер, оны әрәйтінер. В Абыйском улусе накоплен огромный опыт скотоводства в заполярном круге. Якутские лошади отличаются своей неприхватливостью, выносливостью,
Они адаптированы к суровым условиям Крайнего Севера. По итогам года в сельхозпредприятиях Улуса было 2896 голов лошадей. Кроме того, в хозяйствах Улуса было столько же оленей, а также 1227 голов крупного рогатого скота. За год государству продано 338 тонн скота в живом весе и 813 тонн молока. Перед сельским хозяйством стоят те же проблемы, как и везде. Это проблема закупочных цен, нехватка рабочих рук, несоразмерность заработной платы, тяжелый ручной труд, социальная незащищенность работников сельскохозяйственного производства. Но к чести руководства Улуса и самих работников агропромышленного комплекса, аграрии ищут пути выхода из кризисной ситуации. Почти все хозяйства перешли на форму унитарного государственного предприятия, идет оптимизация производства, больше внимания уделяется кормопроизводству, повышается роль человеческого фактора. Большие расстояния требуют развития такого вида транспорта, как авиация. Трудяга сельских просторов, незаменимый Ан-2, покрывает расстояние до национального наследия Кабергане за 45 минут. Авиапортом «Белая гора» в 1995 году перевезено свыше 13 тысяч пассажиров, более 11 тонн почты и отправлено 186 тонн грузов. Национальное село Кабергане расположен севернее от Белой горы. Здесь в основном живут якуты и эвены. Национальный совет тәммәдә 1991 еллардан Верховный Советин президиумын ягынан оңылуда. Онтон дереттен төт саласта бәйт салызар олырауд. Бастан эн Национальный Совет статуын Аллах батна көмі бар күрді әті. Олеген Национальный Совет статуынан туанан тутуну да ытарга, арас культурный мероприятиялары ытарга өпкатчы котугу наруаттар министерстволарынан бәтчикалар болан балайда туанар әтібіт. Онна улут бюджетилар Национальный совет соғытоқ болан, улуска оғытоқ болан депозита оқ бюджетта толору орысқаттанар көрілілер болар әді. Оғынан сен балайда тұту баран етеге көріл көрдік. Москвала олауыр кіра туаққа үші осколалақ бұд. Михаил Пимович президент ұрытты ғастаты министраттағаны Илибаттан жахаян үптән қачылан тұттар бұтын. Туттарам баран президент болан кәдән көрән барта. Бұл оскола қайтақ болла ден. Шуай осколаламы деп кеттен. Оғын әтбәт яқатын нада ден тұрар. Мереген 135 ойыренер онына түйетен үфе қарашиз, тоғы отличник. Отын оғылар үшін успевайдылар. Беге отличник оғыларға салаңардақ түмігінен администрация бағалаға ататтан сүртүйтен жалақ отличник оғыларға премия берді бет сориян атын оғылар жолыстынар батысынар ден. В селе мы побывали в семье известного оленевода Спиридона Иннокентьевича Никулина. Эвен по национальности, он истинно болеет за судьбу коренного народа. Спиридон Иннокентьевич и его супруга более 40 лет работают оленеводами. Они знают те времена, когда на одном стаде насчитывалось более 1000 голов оленей. И они, сравнивая те времена и наше настоящее, указывают на нашу существующую неразбериху, дороговизну жизни и отдают предпочтение советским временам. Говорят, что национальная самобытность эвенов, традиции народа не находят поддержку. Но вот они же, эти пожилые люди, являются носителями культуры,
традиционного образа жизни и искусства коренных народов. Подрастающему поколению есть чему учиться у стариков, есть что развивать дальше, а они готовы дать подрастающему поколению тот огромный опыт жизни, который у них есть. Кара народна сәбәтер олоқтаға бәрнәрден болалар. Олар сүрінден атын табайы детігер бұл сүрін жарыққа бұққа хаджалар. Чөйді үлелелер деханада. Олеген береген осколаға бұл кәннек екі ғылға специален оғылары национальный тылы беретерге екі қылағарыттарын үлелі жауыт. Олар үрдән жүғалар. Даже сақа олары әбәнні біректірін бағаралар. Здорово, кума. Здорово. Все наклеили, Деревянному кума вкусный урок. Наступила зима. Не толмачи. Геля и гулина. Только не одни. А я. Зимние дни короткие бывают, а ночи длинные. Не толмачи. Геля и гулина. Тюгани иненгал румкон бидден, а долбал. Тәләми укуңа не гырбыдык? Тюгани. Айя. Не учитель вам видит? Зима. Айя, шелесле. Айя, он будет куңа. Тугониңы, а идем. Нян, ты зачем директор тугони? Традиционное шитье, культуру народа продолжают юные жители села. В кружке «Салыдак» занимаются те, кто хочет овладеть мастерством национального шитья. Искусные северные узоры в руках мастериц оживают и передают нам музыку полярной ночи, просторы северной земли, рассказывают о народной мудрости. Специально вақтақ народностар культураларын, өлігәлерін, культуратын пропагандаларға, тылларын өстірін, пропагандаларғанан, специально сақатарына ақырыбы общества көрді өті әрәмет. Онна олықтақ жон инициативаларын өйі ассамбль тарибет бет. Ол ассамбль бұйыл аспыт сылға 10 сылы толла. Ассамбль символайда кемлі хүджан. Оны мана олықтайдан культураларын көйлерін, өңкілен, ұлдан, таныстарын, таптарын көйлерді деханады. Мантан Москваға тие, Выдынқаға тие барағыджан тұралар. Сақайрын делегациятын составыға Иркутскайға барағыджы бұттара. Онна адан сәрдерінен сенің бәлбәхердерін әджетілатылар. Народын айден адың әрілден тұрар. How
Поселок Белая гора – молодой современный поселок. Образован в 1974 году. Здесь сконцентрирован почти весь потенциал экономики Улуса. Поселок устремлен в будущее. Объем промышленной продукции за год составил 7 миллиардов 657 миллионов рублей. А темп роста уровня прошлого года составляет 213%. В увеличении объема промышленной продукции большой вклад внес Объездский пищекомбинат. Продукция пищекомбината разнообразна. Предприятие выпускает хлебобулочные изделия, молочные продукты, колбасы разных видов, безалкогольные напитки. Этими видами продуктов первой необходимости комбинат обеспечивает весь Улус. Несмотря на трудности рыночной экономики, пищекомбинат старается найти новые виды технологий, расширяет ассортимент продукции, укрепляет материальную базу предприятия. Об относительно стабильном финансовом положении пищекомбината говорит и то, что средняя заработная плата работников предприятия выше, чем по Улусу. Но все же комбинат испытывает некоторые трудности. Так вовремя не выплачиваются взаиморасчеты, несовершенство налоговой политики негативно влияет на производство. Таким образом, рентабельность предприятия практически сводится к нулю. Учитывая все это, директор комбината Владимир Гаврилович Слепцов старается развивать перспективные методы и технологии переработки продукции сельского хозяйства. перспективах можно говорить очень много. Хотелось бы, конечно, многого, но не всегда наши желания совпадают с возможностями. Я тут, что хочется сказать, без поддержки правительства, без поддержки администрации, без поддержки директивных органов, здесь все это на крайнем севере, в далеком Заполярье, это все поднять, это все сделать окупаемым, рентабельным. Это очень сложно. Но сейчас большие надежды мы связываем с приездом большой делегации во главе с Кайдышевым. Здесь совещание было, значит, принят протокол этого совещания, где одним из первых пунктов предусматривается развитие пищевой промышленности у нас в Заполярном Улусе. Мы очень много с этим связываем, с развитием регионального пищекомбината, который будет работать на потребности Момского и Аллаяховского Улуса, которые расположены в одной в единой транспортной, водной и авиавоздушной схеме. Мы думаем, что развернем все-таки Сахарки, который у нас есть в принципе договоренность, которая обязалась поставить нам автоматы по производству макаронных изделий. Но пока задержка за ними, а так мы планировали бы со второй половины этого года уже начать выпуск макаронных изделий для потребностей 3 дивизских улусов. И в принципе мы думаем, что это осилим технологию, завезем необходимое сырье и обеспечим эти 3 улуса макаронными изделиями, производимыми на месте, и не будут возить пустой воздух, да, этот макарон, этот воздух, и отпадет потребность в том, чтобы завозить воздушную массу из российского центра, скажем.
Мы живем на стыке веков, и на первое место все более явственно выходят высокотехнологичные виды производства. Наш век называют еще веком информатики. По системе «Экран» жители Абыйского Улуса имеют возможность смотреть программы Национальной вещательной корпорации по второму российскому каналу. Устаревшие виды связи уступают место наиболее совершенному электронному. В перспективных планах филиала государственного предприятия «Сахателеком» предусматривается подключение к общероссийской системе связи, а далее и по каналам мировой модемной связи интернет. Нефтяной порт Белогорск, акционерной судоходной компании ЛОР, обслуживает 3 административных улуса бассейной Дигирки: Абыйский, Алайский и Момский. Основной объем грузов, поступающих в эти улусы, у нас идет водным путем, поскольку схема такая для крайнего северо-востока нашей республики. Здесь у нас нет ни железных дорог, нет ни автомобильных продолговых дорог, периодически только автозимники, ну и авиация. Поэтому львиная доля, порядка 90% всех грузов, поступающих сюда, проходит водным путем. Отсюда, значит, и я считаю значение деятельности нашего речного порта. Создан он, первое судоходство началось на Дигирке в 1936 году, то есть в этом году, в 1996, у нас юбилей, 60-летие. За эти 60 лет были и взлеты предприятия нашего, ну и, как сейчас по всей стране, имеется и падение. Но надеемся, что мы минуем это, сохраним порт, необходимость которого тут подтверждена и на разных конференциях, региональных совещаниях, и будем выполнять свою главную задачу — обеспечивать эти улусы доставки топлива, продовольствия и строительных материалов, чтобы жизнь на крайнем севере продолжалась. Не обделена земля Абыйская дарами природы, богатством недр. Но все же главное его богатство – это люди. Люди, преобразующие этот край, люди, отдавшие ей всю теплоту души. Александра Константиновна Черкова – дочь знаменитого народного целителя, великого шамана. Она пошла по стопам отца и стала врачом. Александра Константиновна достойно продолжает традиции народной медицины, приносит немало облегчения больным и нуждающимся в избавлении от болезней. Считается, но в последнее время очень много аллергических заболеваний и вот раковые заболевания. Это очень настораживает, в общем-то, изучение вот экологического состояния вот нашей вот экологии. Можно сказать, ну, стало лучше диагностироваться, потому что все-таки Улус хорошо обеспечен специалистами, и более-менее, значит, улучшился и материально-техническое оснащение диагностическим отношением, диагностическими аппаратами и медицинскими приборами. Я всегда стою за традиционную медицину. Это из векон веков, конечно, вся наша вот ортодоксальная медицина вышла из чисто традиционной народной медицины. И вот именно вот народная медицина, традиционная, была очень забыта и не воспринята. Поэтому в последнее время, конечно, очень много внимания уделяется на научному изучению вот чисто традиционных методов медицины. Они остались, конечно, в том виде, в каком они находились раньше, применяли наши предки и народ. Вот поэтому их надо приблизить к медицине, научной медицине, изучать. И вот сейчас открылся Центр традиционной медицины в Якутске. Это просто можно приветствовать, потому что все те народные целители
Вообще я сторонник того, что кто владеет вот народными средствами и народными методами, все-таки они имели медицинское образование. Это поэтому, видимо, с этой целью, видимо, организован вот Центр традиционной медицины в Якутске. Это очень можно приветствовать. Абуйский улус известен в республике своими спортивными традициями. Отсюда вышли известные борцы, мастера спорта Николай Петрович Неустроев, Василий Егорович Стручков и другие. Все они активно занимаются пропагандой здорового образа жизни. В Улусе проводятся различные спортивные мероприятия. В последнее время громко заявляет о себе новый вид восточного единоборства Шурайдо Кемпо. Его начали культивировать братья Тюрцинские. Селестин и Станислав являются обладателями высших данных по этому виду единоборства, и их неустанный труд не пропал даром. Что представляет собой этот вид восточного единоборства и как она начиналась? Ну, если брать историю образования Шурайдо Кемпо у нас в республике Саха, то она образовалась, у нас официально считается 19 марта 1989 года. Организатором был Сюхцинский Селестин Янович. Ну, истоки Шурайдо Кемпо, они очень древние. Они идут с кланового, со стиля Дайторю, клана Такеда. Ну, а как она из Европы началась? Почему мы начали не с Окинавы, ну, как если сказать, не с Японии, а почему с Европы у нас это направление началось? То если из истории брать, то наследник и вот направление вот этого вида Дайторю Масааки Такеда, он был военным атташе во время войны, во время фашизма, во время войны был атташе в Германии. И вот с приходом советских войск, значит, он пожелал остаться в Германии и принял подданство Германии, а в Японию он считался как без вести пропавшим и погибшим. И поэтому он не мог развивать свой этот клановый вид Дайторю, так как он не считался, что его нет в живых, и поэтому он называл вот это новое направление свое Шурайдо Кемпо, что дословно обозначает стиль будущего через борьбу. Я работаю с 69-го года. Все время работаю водителем. В основном начинала работать 2 года на водовозке, а остальное вот с 71-го года на автобусе. У меня маршрут, значит, Белая гора, Сутороха, порт. Но опять же, работа, считаю, что своевременно, вовремя подать машину, чтобы люди не мерзли, особенно в зимний период. Иван Ануфриевич 30 лет назад сел за баранку автобуса и с тех пор час от часу, день ото дня по проторенной дорожке возит своих пассажиров. За это время ни одного опоздания, ни одной задержки рейса. Одним словом, человек труда и чести. Соблюдается вроде. Шофер – это один из таких, как можно сказать, работников 70-х годов, самый точный. Ну, никогда не было такого, чтобы он даже вот опоздал на 1 минуту или раньше на минуту, или позже на минуту. Такого никогда не бывало. Bahar
Не хлебом единым жив человек. Хотелось бы остановиться на работе клуба «Алгыс» в селе Сыганнах. Клуб собирает вокруг себя пожилых людей на след. Они передают свое умение вязать, шить молодому поколению, возрождают забытые песни прошлых лет, фольклор. Тем самым они способствуют поддержанию связи поколений, чтобы не прервалась нить взаимопонимания. Передают эстафету жизни, национальную самобытность. В поселке Белая гора люди, пробующие себя в стезе творчества, посещают литературное объединение «Хобо». Его организовал, к сожалению, рано ушедший из жизни поэт Илья Зверев. С его легкой руки литературное объединение насчитывает сейчас около 30 начинающих поэтов. Художественный совет проводит презентации книг, устраивает обсуждение произведений писателей, работает над сборником стихотворений абыйских поэтов. Вышли на свет книги стихов Константина Хатугурова и Николая Радиста. Старейшина Улуса, известный писатель Якутии Николай Обычанин, живет и творит в Белой горе. Несмотря на преклонный возраст, он много работает. Красота спасет мир. Эти слова претворяются в жизнь в школе искусств центра Улуса. Дети учатся понимать мир прекрасного с малых лет. Осваивают азы балетного искусства, классической музыки и пения. В школе работают специалисты высокой квалификации. Например, хореограф Сардана Дмитриевна Романова, выпускница Восточно-Сибирского института культуры. Преподаватель Ольга Васильевна Стручкова работает с фольклорной группой. Эта группа пользуется успехом у зрителей Белой горы. Хорошо, на 3 четверти как у нас будет? Раз и два. Хорошо. Так, теперь мы до мажорную гамму. До, ми, соль, до. Директор школы искусств Николай Дмитриевич Стручков закончил Уральскую государственную консерваторию. Николай Дмитриевич к тому же на общественных началах организовал местную звукостудию. Hey!
Турук-рук, коп-коп-коп, орчика, нурунча, оргарин, топ-топ-топ, эвен кири туанчана, тугучана булгарда, тапты-тапты, эеваттик ингрда, инграра, пунтыга, коп-коп-коп, тугучана, амперда, туяхара, топ-топ-топ, эвен Турук, коп-коп-коп, орчика, нурунча, оргарин, топ-топ-топ, эй! В это сложное время Абыйский улус ищет перспективные направления развития экономики и сплочения общества. В этом большая заслуга главы улуса, известного человека в республике Николая Ивановича Соломова. Его требовательность, высокие профессиональные качества, ставка на перспективные направления экономики дают уверенность в завтрашний день. А вот им, юному поколению, принадлежит будущее. Им созидать и строить свой дом и облагораживать землю, озаренную северным сиянием. Joe.